Добрый день, дорогие зрители. Вот сейчас вот мои зрители, которые с уважением относятся ко мне, зачастую, судя по комментариям, в Казахстане не поверят. Сейчас вот только стоял, разговаривал. Вон там базар в той части. Татарин один местный. Еще раз подтвердил. Я его, как говорится, за язык не тянул. Вот он говорит, в советское время, вплоть до того, как СССР перестал существовать, в Башкортостане разрешалось иметь коней, сколько душа пожелает. А у нас в Татарстане каждой семье разрешалось иметь только одну единственную корову и только три овцы. Ну, Башкортостан, там территории, конечно, больше. И значительное число там сельских жителей татары. Поэтому, если что-то начнут, значит, кое-кто пытаться какую-то разыгрывать карту национальную, я думаю, что аргументов не так много наберется, потому что в Башкортостане это татары, в селах там районами целыми, да, чтобы не утверждали сейчас некоторые там, это тема отдельного разговора. Они-то коней держали на общих основаниях, соседние там в Чувашии, там, в Удмуртии, в Мариэл. Татары держали, в Татарстане нет. Но что хочу отметить, это именно демографическое, что ли, какое-то там положение. Дело в том, что однажды вопрос задали, а почему подавляющее большинство, если не все, значит, сельские главы районов татары. На что им ответили, что районы в основном Татарстана, села, это состоят в основном из татар. Русские в основном проживают, в большинстве проживают в городах. Ну, аналогичная ситуация, например, в Таджикистане я наблюдал, когда в городах там, что еще говорить, даже в Уфе я был, когда был на практике при СССР, и то там выходила в Уфе газета на русском и татарском языках, выходили районные газеты. На башкирском не было. Вот какая-то районная там печаталась, вспомнил. Потому что я в газете был на практике республиканской молодежной башкирской Ленин-С, Ленинец на русском языке с переводом и наоборот. И там, учитывая, значит, что читатели по всей республике, они выходили и на башкирском, и на русском. А здесь вот районная газета на русском и татарском языках. На башкирском не было районной газеты. Вот. Это сейчас уже вот в республике столицы, там башкир значительное число. А тогда вот почему-то вот непонятно. В городе не было. Вот во многих так автономиях, в республиках вот такая картина наблюдалась. И сейчас в некоторых наблюдается. Позвольте маленькое отступление. Я в предыдущем видео дал, кто-то увидел, какой, говорит, ужасный у вас там тротуар. Ой, этот плитка вроде, да. Ну, я еще раз сниму. Пока в администрации города не заметит это, буду регулярно по этому маршруту ходить и снимать. Какая плитка или что там у нас. Вон там, наверное, плитку видели, скорее всего. Вот, дальше тему продолжим. Поэтому у нас вот большинство глав районов были татары, потому что выходили по, скажем так, социальный лифт был, по этой лестнице социальной поднимались главы администрации сел. Главы администрации сел поднимались и становились главами районов. Вот отсюда вот главы районов татары в основном. Потому что прикажете, район весь татарский, свой человек, который кадр местный, вырос там татарин, а русских нету, чтобы не сказали что-то, да, давайте откуда-то издалека варягов попросим, да, а то же скажут, ах, националисты, одни татары у них во главе татарских чисто районов. Так что ли получается? Конечно, рационально действовали, местные кадры готовили, они в основном практически 100% татары были.
Вот и все объяснение, почему руководители районов. Вот. И так получилось, что вот в районах такое творилось. Москва в это время тянула мясо, молоко, сметана, сливки, все, что можно, все вкусненькое, что кошки любят. Тянула к себе. И потом татарстанцы ездили в Москву и привозили оттуда колбасу, масло. Выставили в очередях, чтобы свою же колбасу из своего мяса татарстанского. Доярки там, не знаю, с какими эти надои высокие были, давили на них. Поэтому сельские частные владельцы не могли держать коней. Кони есть за двух, отец еще говорил у нас. Это только у нас на юге Оренбургской области, у нас просторы там, коней можно было держать. В Башкортостане коней там можно было держать. А у нас нет. Надо же доить Татарстан по полной. Еще картинка была в свое время, в 90-х годах, в начале, такая. Корова, значит, в татарской одежде женщина кормит корову сеном, что-то такое. А федеральный центр в Москве тогда сидит и доит эту корову. Вот так это было до 90-х годов. И потом, когда возмутился народ, тогда запустили шутку, что свободному Татарстану, свободному вагоны, значит, якобы ни холодильников, ничего нам не было. У нас свои производились холодильники. И скажите, пожалуйста, на милость, а что там могли нам прислать в ответ на колбасу на это Москва? У нас все производилось. Машины производились, легковые окушки производились, КАМАЗы производились, самолеты производились. Даже и у нас институт авиационный, вертолетостроение у нас завод, Казанский вертолетный завод. Суда строились, химические заводы, Нижнекамск нефтехим работал. В этом Менделеевский, химический завод Менделеевский работал. Что нам могли прислать-то, пустые вагоны? Что они имели в виду? Явно того, кто шутку запускал, значит, со знаниями были проблемы, и поэтому он на пустом месте пытался шутку создать. Поэтому эта шутка недолго прожила. Огромное желание зайти в архивах, порыться, найти документ, наверняка из Москвы. Если это не было по телефонному праву оформлено, это значит требование Москвы, окрик, чтобы сельчанам не давали развивать подсобное хозяйство, коней держать, одну корову и 3 овец. Это какой-то, я не знаю, чем это попахивает. Советская власть родная, народная власть. И она же против народа. Нельзя больше 3 овец в семье. Значит, татары, не размножайтесь типа. В семье, если у него, у татар много, 5, 6, 7 детей, чем кормить это? Шутки ниже пояса не принимаются, чем кормить. Там про тротуарную плитку комментарий был. Найдем, еще вам покажем такие же плитки. У нас, я рассказывал, юбилей газеты был. Вот. И «Трактор» называлась газета в начале 30-х. И тогда уже голод наступал на Поволжье. А доили по-всякому колхозы, последние отнимали у них, чтобы план по хлебозаготовкам выполнить. Москва вот тогда, союзный центр, боялся союзных республик немного. А с автономией, значит, просто автономии, я не знаю, как слово-то подобрать приличное, убедительное, выковыривали последнее из продовольствия. И вот с 30-х по 90-е начало лет, годы как раз, по полной программе доили Татарстан. Продукцию давайте, ферм, давайте продукцию, мясо, молоко сдавайте. Ваши, дескать, первый сектор райкомов ордена, медали получат, а вы сами знаете, что, значит, как говорится, награды и все блага от перевыполнения плана нам, а слава вам, можно было, обращаясь к народу, тогда сказать. В 90-е, помню, в начале в газете работал. Ни молока, ни сметаны, ничего не продавали у нас здесь, в городах, на базаре. А в Башкортостане я в Уфе был, в редакции был на практике. Утром на базар шел, литровый банку молока выпивал, не отходя от прилавка. Падчерицей был Татарстан, у федерального центра, похоже, тогда.
Ну все, спасибо за внимание, всего доброго.